Разрешите от преподавательского состава юридического факультета, от деканата, кафедр наших поздравить с началом проведения такой уже традиционной, очень интересной конференции, которая уже вошла в научную историю вузов Российской Федерации, не только Российской Федерации, далеко за ее пределами, и пожелать самых таких, наверное, творческих успехов, научных изысканий. Дело в том, что вы, молодые исследователи, занимаетесь, наверное, самой интересной отраслью научного знания, это сравнительное правоведение. И не зря лозунгом нашей конференции является выражение, что сравнительное законодательство есть лучшая история рода человеческого. И я бы добавила, что участники нашей конференции по корпоративистике являются лучшими молодыми учеными и лучшими исследователями корпоративистами. Дело в том, что те материалы в сборниках, которые мы публиковали и в предыдущие годы, они настолько до сих пор представляют интерес не только для молодых ученых, для будущих юристов, но и для тех, кто серьезно изучает проблемы корпоративистики и проникновения, взаимовлияния правовых систем. В век глобализации понятно, что ни одна правовая система не может развиваться изолированно. И большое достижение наших молодых ученых, что они находят вот как раз эти общие точки соприкосновения, делают все для гармонизации законодательства и тем самым прокладывают мостик для установления добрых человеческих отношений между народами не только стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и, конечно же, мира. И это очень здорово. Я считаю, что вы все находитесь на самом таком интересном творческом пути. Пусть этот творческий путь принесет вам и удовлетворение, и необходимость расширения своих границ познания. Ну и самое главное, я всем желаю большого человеческого счастья. Добрый день, уважаемые участники Международной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение стран Азиатско-Тихоокеанского региона». Это уже 8-я конференция, которая проводится в стенах государственного университета. И я очень рад, что вы нашли время и возможность приехать к нам и выступить здесь со своим докладом. Очень надеюсь, что эта конференция поможет вам реализовать ваш научный потенциал и просто познакомиться с новыми людьми, увидеть новые места. Очень рад вас видеть. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с началом международной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение стран Азиатско-Тихоокеанского региона ОСИ». Я желаю, чтобы прошли очень интересные на высоком научном уровне обсуждения проблем, которые существуют в странах АЭС. Нашей международной научной конференции молодых ученых стран университета сравнительно стран. Не все знают, когда участники нашей конференции посвящены правам стран уже с 2007 года общество экспертов 15 можно создать на самом деле, не считая десяток, прочее, научно-практических мероприятий. Конференция развивается. С каждым годом все больше и больше участников. С каждым годом все толще становится то сборника материалов конференции. Мы приглашаем научные люди, с нами проводится. Уважаемые участники конференции, разрешите от имени кафедры главного процесса и журналистики поздравить вас с началом данной конференции. Традиционно молодые ученые, студенты, магистранты на столь состоятельном уровне показывают смелые мысли, дают повод, почву для взрослых ученых, находят какие-то интересные попытки рассмотреть те или иные вопросы, которые вспоминаются
опираясь на опыт зарубежных стран. Нам известно, что наше географическое положение обязывает тесно сотрудничать в области юриспруденции с такими странами, как ближайшие к нам, это Китай, Корея, Монголия. И наши выпускники, магистранты, бакалавры продолжают обучение зачастую именно в университетах вышеперечисленных стран. А поэтому данная площадка будет, наверное, для кого-то первой возможностью испытать себя, показать свои самые лучшие качества. Поэтому я бы пожелал от преподавательского состава нашей кафедры удачных выступлений. Всего хорошего. Пусть победит сильнейший. Участники 8-й международной конференции сравнительной правоведения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Разрешите от практического преподавательского состава юридического факультета, от деканата, кафедры нашей поздравить с началом проведения такой уже традиционной, очень интересной конференции, которая уже вошла в научную историю вузов Российской Федерации, не только Российской Федерации, далеко за ее пределами, и пожелать самых таких, наверное, творческих успехов, научных изысканий. Дело в том, что вы, молодые исследователи, уважаемые участники 8-й международной конференции сравнительной правоведения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Разрешите от практического преподавательского состава юридического факультета, от деканата, кафедры наших поздравить с началом проведения такой уже традиционной, очень интересной конференции, которая уже вошла в научную историю вузов Российской Федерации, не только Российской Федерации, далеко за ее пределами, и пожелать самых таких, наверное, творческих успехов, научных изысканий. Дело в том, что вы, молодые исследователи, занимались, наверное, самой интересной отраслью научного знания, и не зря лозунгом нашей конференции является выражение лучших исследований природы человечества. И я благодарю, что участники нашей конференции по корпоративистике являются лучшими учеными и лучшими исследователями корпоративистами. Дело в том, что те материалосборники, которые мы публиковали и в предыдущие годы, они настолько до сих пор представляют интерес не только для молодых ученых, для будущих юристов, но и для тех, кто серьезно изучает проблемы корпоративистики и взаимопроникновения, взаимовлияния правовых систем. Век глобализации, на мой взгляд, и большое достижение наших молодых ученых, что они находят как раз общие точки соприкосновения, делают все для гармонизации законодательства, и тем самым прокладывают мостик для установления добрых человеческих отношений между народами не только стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и, конечно же, мира. И это очень здорово. Я считаю, что вы все находитесь на самом интересном творческом пути. Пусть этот творческий путь принесет вам и удовлетворение, и необходимость расширения своих границ познания. Ну и самое главное, всем желаю большого экономического счастья. Добрый день, уважаемые участники международной научно-практической конференции сравнительной правоведения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это уже 8-я конференция, которая проводится в системе Азиатско-Тихоокеанского университета.
И я очень рад, что вы нашли время, возможность приехать к нам и выступить здесь со своим докладом. Не все знают, да, часть наших потому что конференция там не считая десяток столов, прочих научно-практических. Конференция развивается. С каждым годом все больше. С каждым годом все больше становится. Материал подчеркивается. Уважаемые участники конференции, разрешите от имени кафедры правового процесса и конференции поздравить вас с началом конференции. Традиционно молодые ученые, администранты на столь состоятельном форуме показывают смелые мысли, дают повод и почву для взрослых ученых, находят какие-то интересные попытки рассмотреть те или иные вопросы и юриспруденции, опираясь на опыт зарубежных стран. Нам известно, что наше географическое положение обязано тесно сотрудничать в области с такими странами, ближайшими к нам, как Китай и Монголия. И наши выпускники, магистранты, бакалавры продолжают обучение зачастую именно в университетах вышеперечисленных стран. Поэтому данная площадка первая возможность. Ежегодно нас поддерживает господин Гонков. Уже много лет Минцев. Каждый год нас поддерживает.
большой международной конференции сравнительной стран Азиатского Союза. Разрешите от профессора преподавательского состава юридического факультета деканата сначала проведение такой традиционной, очень интересной конференции, которая уже вошла в научную историю вузов Российской Федерации, Российской Федерации, далеко за ее пределами, и пожелать самых успехов научных изысканий. Дело в том, что вы, молодые исследователи, занимаетесь, наверное, самой интересной отраслью научного знания, и не зря родиной нашей конференции является выражение, что сравнительное законодательство есть лучшая история народа человечества. И я бы добавила, что участники нашей конференции являются лучшими молодыми учеными, лучшими исследователями. Дело в том, что материалы опубликовали и в предыдущие годы, они настолько до сих пор представляют интерес не только для молодых ученых, для будущих юристов, но и для тех, кто серьезно изучает проблемы корпоративистики и взаимопроникновения, взаимовлияния правовых систем. А при глобализации понятно, что ни одна правовая система не может развиваться изолированно. И большое достижение наших молодых ученых, что они находят как раз общие точки соприкосновения, делают свои организации, для установления добрых человеческих отношений между народами не только стран Азиатской Федерации, но и, конечно же, мира. И это очень здорово. Я считаю, что вы все находитесь на самом интересном творческом пути. Пусть это творческий путь несет вам и удовлетворение, и необходимость расширения и самое главное, а там будет что? Управление по вопросам миграции. Пожалуйста, Сереж, может быть, рядышком с
연도에 넣었죠. 출갑과 연도에서 나가. 사이 허리서. 그냥 나오겠네. 그때서 그때 더 있잖아. 알았어. 어디서 왔어? 아니 약대면하고 한 번에 이동했어. 가슴 끓여. 이동을 거야 되니. 많이 시작한 거야. 아까도 그랬는데 내일은 와서 무서워 하시죠. 이렇게 때문에 다 먹기는 어느 정도 들었어요? 앞도 보세요. 그렇죠? 그게 영원히 자동차가 필요하는 거 사실 이거 들었으면서 어떻게 되고 의식 속으로 내가 와서 만나서 그랬어요. Сначала проведение такой уже традиционной прошла научную историю вызов Российской Федерации, не только Российской Федерации, далеко за ее пределами, и пожелать самых таких, наверное, творческих успехов, научных изысканий. Дело в том, что вы, молодые исследователи, занимаетесь, наверное, самой интересной отраслью научного знания, это сравнительное правоведение. И не зря лозунг нашей конференции является выражение, что сравнить законодательство лучшее уровня человечества. И я бы добавила, что участники нашей конференции по корпоративистике являются лучшими молодыми учеными, лучшими исследователями, корпоративистами. Дело в том, что те материалы сборников, которые мы опубликовали,
их предыдущие годы, они настолько до сих пор представляют интерес не только для молодых ученых, для будущих юристов, но и для тех, кто серьезно изучает проблемы корпоративистики и взаимопроникновения, взаимовлияния правовой системы. При глобализации понятно, что для нас правовая система не может развиваться изолированно. И большое достижение наших молодых ученых, что они находят как раз эти общие интуиции, вдохновение, делают все для гармонизации законодательства и тем самым прокладывают мостик для установления добрых человеческих отношений между народами не только стран азиатского региона, но, конечно же, мира. И это очень здорово. Я считаю, что все находитесь Для нас большая честь. на самом интересном творческом пути. Пусть этот творческий путь принесет вам и удовлетворение, и необходимость расширения своих границ познания. Ну и самое главное, я всем желаю большого человеческого счастья. Добрый день, уважаемые участники Международной научно-исторической конференции «Совместное правление стран Азиатского региона». Это уже 8-я конференция, которая проводится в странах Азиатского государства. И я очень рад, что вы нашли время, возможность нам здесь своим докладом. Очень надеюсь, что эта конференция поможет вам реализовать ваш научный потенциал и просто познакомиться с новыми людьми, увидеть новые места. Очень рад вас видеть. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с началом международной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение нашими уважаемыми коллегами. Азиатского региона». Я желаю, чтобы провели конференцию на научном уровне Конференция развивается. С каждым годом все больше участников. С каждым годом все толще становится том сборником материалов, что там конференции. Мы приглашаем международных. Мы очень надеемся, что вы будете с нами в сегодняшнем пороге. Уважаемые участники конференции, разрешите от имени кафедры правового процесса и криминалистики поздравить вас с началом конференции. Традиционно молодые ученые, студенты, аспиранты, магистранты на столь состоятельном форуме показывают смелые мысли, дают повод, почву для взрослых ученых. Какие-то интересные штуки, смотреть те или иные вопросы, вставляются, стараются с этим успешно справиться. Нам известно, что наше географическое положение связано с сотрудничеством. Уважаемые коллеги, просим вас занимать свои места. Уважаемые члены оргкомитета, если еще остался кто-то в поле, кто не зашел, сел, пожалуйста, организуйте. Бакалавры продолжают обучение зачастую именно в университетах вышеперечисленных стран. Поэтому данная площадка будет, наверное, для кого-то первой возможностью испытать себя, показать свои самые лучшие качества. Поэтому я бы пожелал преподавательского состава нашей кафедры удачных поступлений и всего хорошего. Пусть победит сильнейший. Итак, уважаемые коллеги, разрешите
международную научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов и студентов. Сравнительное проведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 8-я уже конференция, считать торжественно открытой. Напомню всем присутствующим, а большинство здесь постоянные участники конференции, что конференция проводится Бурятским государственным университетом, в составе которой работает лаборатория сравнительного правоведения, Центра правового обеспечения взаимодействия России со странами АТР. Руководитель Скуратов Юрьевич, к сожалению, задержался, не смог подъехать, хотя планировал. Разумеется, юридический факультет, как основной, так сказать, организатор, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ, соответствующий проект номер 1703140155. Дело в том, что и при поддержке Верховного суда Республики Бурятия, председатель которого Альбина Александровна Кириллова присутствует в зале, спасибо ей, а также при поддержке политико-юридического университета Китайской Народной Республики, город Пекин, и Университета правоохранительной службы Монголии, город Улан-Батор, Республика Монголия. Мы выражаем огромную признательность нашим коллегам, нашим соратникам за не просто помощь, за совместное проведение конференции. Спасибо. Несколько организационных вопросов, уважаемые коллеги. Во-первых, сегодня, в этом году, исполняется ровно 10 лет, как юридический факультет, лаборатория, центр, Бурятский университет проводит международные конференции по сравнительному правоведению в странах АТР. В 2006 году была создана лаборатория сравнительного правоведения в октябре месяце, и уже в мае, как раз ровно 10 лет назад, мы провели первую международную конференцию, на которую прибыли представители политико-юридического университета КНР, профессор Хуан Давысю, профессор Ван Жихуа, наши уважаемые коллеги из Монголии. И с тех пор мы провели в общей сложности 15 международных научных конференций по сравнительному правоведению. Из них 8 – это 8-я молодежная конференция, которая стартовала в 2009 году. И с 2007 года, сначала каждый год, а теперь через год, проводится, как мы ее называем, взрослая научная практическая конференция, которая собирает в стенах Бурятского госуниверситета весь цвет юридической науки, тех ее представителей, которые так или иначе интересуются сравнительным правом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодно конференция набирает обороты. На сегодняшний день порядка 160 участников. Для сравнения, в первой конференции в 2007 году участвовало в общей сложности 32 человека, 16 докладов было опубликовано. Ну а на сегодняшний день у нас 160 докладов, 134 из них войдут в сборник конференции. Сборник конференции у нас стал РИНС, то есть вошел, как это у нас называется, в E-Library. И кроме того, в этом году впервые наша международная научно-практическая конференция проводится в том числе и в онлайн-режиме. Любой сидящий в зале может сейчас в своем телефоне открыть официальный сайт Бурятского госуниверситета. На главной странице в режиме онлайн мы можем увидеть друг друга. И, разумеется, на сегодняшний момент только зарегистрированных, отслеженных нами подключений уже свыше 400. Подключений в течение дня в рамках конференции, я думаю, количество онлайн-участников конференции будет расти. Я бы хотел, давайте, уважаемые очные участники, поприветствуем наших удаленных онлайн-участников конференции. Спасибо вам за то, что вы с нами сейчас. Например, множество участников сейчас сидят по московскому времени в 4:30 утра, да? Тем не менее, они у нас есть. Для всех онлайн-участников хотел бы сообщить и попросить, что вы вправе не только слушать, не только получить полную запись трансляции конференции, но и задавать вопросы. Единственный технический нюанс заключается в том, что будет задержка от формулировки вопроса до его получения
пройдет 10-15 секунд. То есть небольшое опоздание. После каждого доклада очного участника, разумеется, любой присутствующий может задавать вопросы, и в том числе и просим онлайн участников конференции с учетом временной задержки задавать вопросы. Они будут переданы модератору конференции, я их зачитаю, и, соответственно, докладчик будет по возможности ответить на эти вопросы. Регламент работы конференции, уважаемые коллеги. Сейчас у нас с 9:30 до 12 часов. До 12 часов мы проводим пленарное заседание. До 12 часов у нас пленарное заседание. Значит, затем сразу в течение 15 минут очень прошу вас, коллеги, особенно студенты. Я знаю, вы подвижные, вас трудно держать, и все-таки убедительно просим вас, все присутствующие, поучаствовать в памятном фото. То есть мы выйдем на крыльцо, и вы на многие века запечатлите себя в составе весьма приличной компании. Да, у центрального входа, где колонны. Значит, затем после обеда, это у нас, соответственно, в 13:00 начнутся секционные заседания. У нас традиционно 5 секций. В программе вы можете увидеть, где будут располагаться секции. И, наконец, очень важный момент, уважаемые коллеги, в 16:30 заключительное пленарное заседание, подведение итогов, награждение участников. Тоже прошу всех присутствующих, а также всех участников секционных заседаний обязательно прийти. Потому что наша международная конференция является не только, собственно говоря, научной площадкой, но еще и конкурсом молодежно-студенческих работ. Мы подготовили очень большое количество подарков, призов, памятных наград. Надеюсь, все они найдут своих героев. Временной регламент нашего мероприятия. Доклады в пленарном заседании 15-17 минут. На обсуждение дается до 3 минут. Секционные заседания, регламент выступления 7-8 минут. Прошу, уважаемые коллеги, молодые люди, девушки и ребята, учитывать этот регламент. Очень уж много докладов. Честно говоря, участвуя во многих конференциях, товарищи, я могу доложить. Такого плотного графика, такого количества очных участников не бывает на юридических конференциях. Разве что на кутафинских чтениях. Ну там форма, да. Итак, начнем, уважаемые коллеги. Разрешите для приветственного слова в рамках открытия конференции предоставить слово впервые, кстати, в истории проведения конференции. Наше мероприятие решило осветить буддийская традиционная санха России. Я с большим удовольствием и благодарностью представляю слово Балданова Туде Ламе, пресс-секретарю буддийской традиционной санхи России, профессору буддийского университета Даши Чойнхонлин имени Дамбададжа Заяева. Поприветствуем, пожалуйста. Это впервые у нас. Здравствуйте, уважаемые участники Международной научно-практической конференции «Сравнительное поведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона». От имени Буддийской традиционной санхи России и от главы буддистов России сердечно приветствую вас, как участников данной конференции. Особенно хотелось бы поприветствовать наших дорогих гостей из соседней Монголии, Китайской Народной Республики и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как представители Буддийской традиционной санхи России и Центра буддизма России, который находится в нашей солнечной гостеприимной Бурятии, в Ялгинской Кацане, хотелось бы отметить роль буддийской традиционной санхи России в становлении правовых аспектов между государством и религией. Буддийская традиционная санха России, конечно, немало вносит вклад в развитие и становление гражданского общества, правовых институтов гражданского общества посредством духовного аспекта изучения. Как централизованная организация, официально зарегистрирована в органах государственной власти, основываясь на религиозных духовных учениях, буддизм немало сыграл
роль не только в духовной стороне, но и как отчасти правовое учение в правовом смысле мира в общем. В целом. В буддийской традиционной санкт России существует четкая иерархия сводов правил, которым следует все, кто исповедует буддизм как религию на территории Российской Федерации. Мы активно поддерживаем наше государство в становлении межконфессионального мира и межконфессиональных отношений, как централизованная организация на территории Российской Федерации. Строго соблюдаем принципы верховенства закона на территории нашей страны. Наша деятельность регламентирована законодательством Российской Федерации. Мы очень рады, что нас пригласили на данную конференцию как участников, дали возможность выразить свое мнение. С точки зрения централизованной религиозной организации, также хотелось бы отметить, что с каждым годом растет самосознание и правовая культура граждан не только нашей страны, но и граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы, как участники, активно способствуем с духовной стороны становлению гражданского, активно способствуем с духовной стороны общества. На основе наших правовых, философских и религиозных институтов гражданского общества в целом. Хотелось бы отметить, что все юристы, как и буддисты, работают на право на защиту людей. Основной принцип буддизма – это помочь другим людям. Все юристы мира работают на благо других людей. По этому принципу буддисты и юристы очень схожи. Хотелось бы от души пожелать участникам конференции мира, добра, взаимопонимания и сотрудничества на долгие годы. Спасибо. Спасибо, уважаемый Туден Лама. Я бы хотел еще два слова. Наш уважаемый Туден Лама, Лама Гелонг, и в этом году, в январе месяце, он в очередной раз ездил в Индию на учение Далай-ламы Калачакра и совершил 100 тысяч простираний перед ступой Будды Шакьямуни. Представляете, за 1,5 месяца 100 тысяч простираний. Тем самым накопил громадное количество заслуг для всех живых существ. Так я понимаю. Давайте поаплодируем нашему уважаемому земляку. Ну а теперь традиционно слово предоставляется нашему руководству в лице Николай Ильич Мошкин, ректор БГУ, к сожалению, не смог присутствовать в связи с отъездом, да. И мы просим с приветственным словом обратиться к проректору по научной работе Бурятского госуниверситета, доктора технических наук, профессора Хатина Вячеслава Викторовича. Уважаемые участники конференции, я от лица руководства Бурятского государственного университета рад приветствовать в наших стенах и хотел бы пожелать вам плодотворной работы. Ваша конференция, наверное, имеет знаменательное событие, оно уже не несколько, даже десятилетия идущее у нас. И все материалы, которые у нас в вашей конференции, они есть на сайте Бурятского государственного университета. И, наверное, очень знаменательно, что эта конференция поддерживается Российским фондом фундаментальных исследований, который говорит о том, что те вопросы, которые вы обсуждаете на конференции, являются актуальными не только для, для российского, но и для всего международного сообщества и заканчивая правоведением в странах АТР. Я могу сказать, что на сегодняшний день в стенах Бурятского государственного университета на сегодняшний сейчас параллельно проходят 3 конференции. Из этих конференций они все с международным участием, 3 конференции, одна из которых молодежная, и где у нас участвуют как раз представители стран АТР, это из Китая и из Монголии. Поэтому то, что вы сегодня здесь у нас работаете, это хотелось бы не только чтобы вы плодотворно поработали, но и с тем, кто приехал на конференцию и познакомились с республикой, хорошо отдохнули и успешной вам работы. Пользуясь случаем, я хотел бы наградить дипломом. У нас есть студенты юридического факультета, которые получили диплом 4-го международного кинофестиваля студенческих фильмов по криминалистике «Золотой свет». «Золотой свет» и награждение за активное участие подписано директором Новосибирского юридического института Чумакова. Награждается Куплин Олег Борисович. Он же здесь был.
Сергей Андреевич, примите, пожалуйста, за него, да? Он на входе вместе. Так, и награждается Линик Сергей Андреевич. Юридический факультет был постоянным участником этого тематического. Я хочу сказать, что от лица руководства Бурятского государственного университета, вот этих студентов, мы, если у них есть такие возможности поучаствовать в конференции в учебном году, мы поддержим поездку, в том числе за зарубежную страну это Монголию, Китай. Спасибо, Вячеслав Викторович. Хотелось бы отметить, что руководство Бурятского госуниверситета всемерно поддерживает проведение нашей конференции, и в целом это уникальное направление в России, сравнительное правление в странах Азии. И в том числе я благодарю руководству и силами коллектива юридического факультета. Как вы знаете, коллеги, мы выиграли грант РФФИ, получили кое-какие средства, небольшие, но здесь чисто символические. Итак, поздравим оргкомитет конференции, поздравим университет с тем, что впервые юридический факультет выиграл федеральный грант на проведение международной конференции. До этого мы выигрывали массу грантов, но вот на конференцию впервые. Давайте поаплодируем. Разрешите предоставить следующее приветственное слово Кирилловой Альбине Александровне, председателю Верховного суда Республики Бурятия, заслуженному юристу Российской Республики Бурятия, кандидату юридических наук, доценту. Я рада приветствовать всех участников конференции, дорогие гости, уважаемые коллеги. От имени Верховного суда Республики Бурятия я еще раз приветствую вас с 8-й международной научно-практической конференции сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И очень приятно, что на данной конференции мы встречаемся каждый раз и встречаемся, вижу те же самые лица. Наши гости из Монголии здесь присутствуют Чанчунский политехнический институт. Поэтому, в общем-то, давние связи, давние научные связи связывают и Бурятский госуниверситет, и Верховный суд Республики Бурятия и с данными университетами. Поэтому еще раз я вас благодарю, что вы приехали на нашу конференцию. Благодарю за то, что вы будете принимать участие. Хотелось бы сказать, что это очень важное событие, данная конференция, поскольку объединяет и научные связи между университетами, не только между университетами, но и научные международные связи между нашими странами, поскольку, конечно, любая страна, она же зиждется на правовых основах. Поэтому я бы хотела пожелать всем участникам конференции приятно провести время и у нас в солнечной Бурятии, и не только, и кроме того, чтобы были научные доклады, были бы очень интересными, продуктивными, и то, что в этой конференции принимают молодые магистранты, студенты, бакалавры, это очень значимо. Поэтому я желаю вам всем побед и свершения намеченных планов. Спасибо за внимание. Спасибо, Альбина Александровна. От лица всей конференции и прежде всего комитета мы благодарим Альбину Александровну и ее лице Верховный суд Республики Бурятия за ежегодную постоянную поддержку мероприятий конференции. Я думаю так, без Верховного суда Республики Бурятия мы бы даже, наверное, и не смогли проводить международный форум на таком достаточно высоком уровне. Поблагодарим Альбину Александровну. Спасибо. И, пользуясь случаем, позвольте поздравить Альбину Александровну Кириллову с присвоением ученого звания доцента ВАК
которую она получила по представлению Восточно-Сибирского государственного университета технологии управления. Вот месяца еще не прошло, да, Алина Александровна? Алина Александровна еще и наш коллега-преподаватель с большим стажем работы. Да. Спасибо. Разрешите представить следующее приветственное слово нашим представителям нашей монгольской делегации. И прежде всего Аюш Чумек, начальнику отдела регулирования политики Ассоциации юристов Монголии. Приветствуем, господа Аюн Чумек. Вообще вот это последние 2 недели просто редко бывает такая активность. Тесное здесь помещение, закрыто. Хүмүүст хатагтай нойдоо өндөр зочид төлөөлөгчтэй та бүхэн энэ өдрийн миний төлөв хууль эрх зүйн харьцуулсан судалгааны асуудлыг хөндөж эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд бидний залгамж шалгаа улсын ирээдүйн хуульчдын чадвар мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Аз номхон 7 улс орнуудын харьцуулсан эрх зүйн сэдвэрт оног практикийн олон улсын байгууллага үргэлжлэн ирсэн та бүхэнд Монголын хуульчдын холбооны эрх хэсэг ерөнхийдөө гүн гэдэг болон удирдлагын баг мөн 5401 одоо нийт гишүүд хуульчдынхаа өмнө та бүдгийн амар амгалан энэ өнөөдрийн хурлын үйл ажиллагаанд амжилтыг хүсэж байна. Аливаа улсын хөгжил болон хүний эрх, хүний эрхийг орчнон бидний эрх зүйн таатай орчин бий болгох нь эрдэмтэн судлаач, хуульч та бидний хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн үндсэн үг юм аа. Хуульч бид нийгмийн асуудлыг тодорхойлж тэдгэрийг ангааж эмчлэх үр хүлээсэн нийгмийн эмч нар юм аа. Хуульд оролцогч та бүхэн улс орон нийгэм дэх хууль эрх зүйн болон тухайн харилцаанд гарч байгаа эзэгтэй болон анхаарал татсан асуудлуудыг хэлэлцэн зөв ойлгож зөв шийдэл хүргэх зорилгоор энэ эрдэм шинжилгээний хурлуудыг зохион байгуулдаг. За ингээд өнөөдрийн болж байгаа хурлын үйл ажиллагаанаас бид нэр туршлага солилцсон цаашдын иргэд болон за энэ энэ хоёр улсын хоорондох энэ хэлээр дамжин өнгөрөх, суралцах, амьдрах энэ иргэдийн асуудлыг эрх зүйн хувьд зөв зохистой шийдэлд хүрэх ийм том алхам болно гэж миний хувьд үзэж байна. Улс болон өөрийн гэсэн гайхамшигт ёс заншил, соёл төвхтэй, өөрийн гэсэн хууль, зан заншил, эрх зүйн онцлогтой байдаг. За энэ шин чанаруудыг улс хооронд зөв ойлгох хэрэгтэй. Яг энэ асуудлыг ярих үед манай ард түмний зөв зөв байдаг. Усын нуурал ёсын давч. Тэгэхээр бид нэр тухайн улс оронд дамжиж очих гэж байгаа бол тэр улсынхаа зан заншил, хуулийг мэдсэн байх ёстой, зөв ойлгож энэ гайхам иргэдэд болон тэр иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа мэргэжлийн байгууллага цаашлаад хуульч биднэрт дэмтэй байх болно. Ер нь бол нийгэмд хүний эрх тэгш оролцоог хангах тэдгээрийн хууль эрх зүйн орчин бий болох явдал бидний гол зорилго байдаг. За энэ зорилгод хүрэхэд өнөөдрийн эрдэм шинжилгээний хооронд бас нэг алхам төхнөө гэж найдаж байна. За Оросын холбооны улсын Брэди их сургуулийн хуулийн сургуульд талархлыг илэрхийлж Монголын хуульчдын холбоо та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Спасибо, господа Чумек. Мы приносим извинения. В последний момент что-то не получилось с синхронным переводом. Наш переводчик не подошел. Но разрешите попросить нашего уважаемого коллегу, господина Хунам Жандалсехом, это начальник отдела международных связей Ассоциации юристов Монголии. Давайте попросим его перевести немножечко то, что сказал госпожа Чумек. Уважаемые гости, уважаемые юристы, уважаемые студенты, будущие юристы, приветствуем вас из Ассоциации юристов Монголии. Вот.
Вы, наверное, прочитали на английском, вот у меня русский не так хороший, не так уж хороший, вот поэтому вот, очень кратко скажу, что Ассоциация юристов Монголии очень рада, что участвует в этой конференции и желает успехов в дальнейших ваших деятельностях и этой конференции. Мы очень рады, что у нас сейчас возникает такая возможность сотрудничать не только в сфере научно-правовых деятельности, но и в сфере, вот, особенно в иммиграционных вопросах. Вот, между гражданами двух стран и защиты прав русских граждан в Монголии и защиты прав монгольских граждан на территории России. Вот. И хотим еще передать с юбилеем вот, сравнительно-правовой лаборатории два юридических словаря, и это для студентов, будущих юристов, которые изучают сравнительное право, и в будущем думаю, что эти книги, эти словари понадобятся вам и в вашей работе, и научной тоже. Вот, это словари, они совместно с Корейским юридическим институтом и Монгольским юридическим институтом, они были выпущены в 2011 году. И словари на английском, с английского, с корейского, с монгольского, с русского и германского языка. Вот. И желаем вам успехов и Для студентов наших это, конечно, очень хороший дар. Просьба воспользоваться, мы сделаем хороший анонс этого словаря. Но прежде сами разрушили. Спасибо большое. Благодарю вас, господин Кунан. Я напомню, это выступал господин Кунан Жалгалцехом, начальник отдела международных связей Ассоциации юристов Монголии. Крупнейшая в истории делегация приехала к нам в Брянский госуниверситет, на юридический факультет и в гости Ассоциации юристов России. Спасибо вам, господин Кунан. Спасибо. Надеюсь, вы теперь регулярно будете приезжать к нам в гости. Если хотите что-то еще, несколько слов сказать. Обязательно. Спасибо. Разрешите предоставить слово традиционному участнику нашей конференции, госпоже Лян Миньянь, доцент Чанчуньского политехнического университета Китайской Народной Республики, город Чанчунь, доктор юридических наук, профессор. Прошу вас, госпожа Миньянь. Приветствуем. Здравствуйте всем присутствующим. Сначала от имени нашего Цинцунского политехнического университета поздравляю с открытием 8-й конференции АТ. На сегодняшний день ПГУ с нашим университетом работали уже более 10 лет. Я сама в ПГУ работала уже 5 лет. Можно сказать, наше сотрудничество между двумя университетами очень развитая, очень процветающая, потому что здесь на ПГУ по поддержке правительства Китая открылся институт Конфуция. На этом году как раз исполняется 10 лет. На эту конференцию мы с Юрием Петровичем работали тоже 8 лет. Из Китая я организовали много статей, которые они не могут участвовать, но заочно участвуют на эту конференцию. И еще я считаю, что юристы ПГУ, они не только занимаются наукой, они уже начали изучать китайский язык и китайское право. Хочу вам сказать, после прибытия моего юристы начали хорошо изучать китайский язык. Среди них несколько уже были практическую практику в Китае на бюджет правительства Китая. На этом году двое студентов, они успешно сдали экзамены ICSK 3 уровня.
Полный баллов это 300 баллов, а эти студенты, они сдали 295 и 286 баллов. Очень хорошие оценки. И некоторые студенты осенью они будут поступить в магистратуру в Китае. Вот такой возможности уже есть в этом ПКУ. В будущем я считаю, что мы еще будем больше заниматься научной работой и больше выиграть грант от правительства Китая. И я поздравляю, чтобы эта конференция будет удачна, успехов. И я считаю, что 10 лет сотрудничества – это хорошая основа для дальнейшего сотрудничества. Будущее десятилетие – это будет сотрудничество процветания. В конце я хочу сказать, чтобы это сотрудничество между нашими странами, между нашими вузами развивались дальше и дальше. И эта дружба между нашими странами, как Байкал, как Великая Стена вечная. Спасибо. Спасибо, госпожа Алян Миньянь. Действительно, много лет уже мы вместе работаем. С тех пор, как познакомились, уже провели массу конференций. Наши студенты, множество наших студентов ездили в Чанчунь на обучение. Множество студентов из Чанчуня приезжали к нам в порядке обмена. Ну и наше сотрудничество, пожалуй, одно из самых эффективных среди всех, может быть, реализуемых университетом договоров по юридической специальности. Спасибо еще раз, Алян Миньянь. Решите предоставить слово также постоянному участнику, доброму другу нашей конференции, господину Гандолду, вице-консулу Монголии в Республике Бурятия, доктор PhD, полковник пограничных войск Монголии. Просим вас. Уважаемые участники конференции, коллеги, дамы и господа. Эта международная конференция является результатом наших совместных научных трудов и усилий. Хочу отметить, что самая большая группа из Монголии участвует в составе 33 делегатов. Разрешите приветствовать вас от имени Генерального консула Монголии города и от себя лично. Желаю вам и конференции больших успехов. Спасибо за это. Спасибо, господин Гангол. Еще раз хочу напомнить, постоянные участники конференции знают о том, что консульство Монголии, Генеральное консульство ежегодно учреждает призы участникам конференции, подписывает благодарственные письма. И уже за эти 10 лет десятки призов благодарственных писем остались у участников конференции. Спасибо еще раз за вашу поддержку, господин Гангол. Спасибо. Разрешите предоставить слово Прилепскому Валерию Владимировичу, начальнику управления по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия, полковнику полиции. Добрый день, уважаемые участники конференции. Валерий Владимирович не смог сегодня прибыть, собственно говоря, на саму конференцию. Я от лица управления по вопросам миграции приветствую всех участников конференции. Хочу отметить, что в Российской Федерации в целом создана система миграционного права, которая состоит из законодательства, решений Конституционного суда, решений судов общей юрисдикции, а также норм международного права. Действующее миграционное право в настоящее время полностью соответствует нормам международного права. Оно предусматривает в целом правовой статус и права и обязанности иностранного гражданина. Законодательство предусматривает ответственность за совершение общественно опасного деяния,
преступления, так и административного правонарушения не только иностранного гражданина, лица без гражданства, но и принимающей стороны. Сегодня на конференции более детально в площадках и в секциях будет изучаться законодательство Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и законодательство касаемо миграционного. И в нашей службе, как правило, возникают вопросы у участников, мы с практической стороны готовы в любом формате обсудить эти вопросы. Уважаемые участники, желаем вам плодотворной работы, позитивного и конструктивного диалога в решении поставленных задач. Спасибо за внимание. Благодарим вас в лице и в вашем лице, соответственно, Управление по вопросам миграции МВД. Хочу напомнить коллегам, нашим иностранным гостям, что недавно в России произошла крупная реформа, в рамках которой миграционные подразделения перешли в состав Министерства внутренних дел, что, конечно, осложнило работу конкретных работников, перешедших в другую, в новую для себя структуру МВД. Федеральная миграционная служба была упразднена, и тем нам еще более приятно, что, несмотря на это, работники миграционной службы поддерживают, ежегодно участвуют в нашей конференции. Спасибо. Вчера прошел круглый стол по вопросам защиты прав иностранных граждан на территории России и россиян на территории Монголии в данном случае, и миграционная служба, управление миграционной политики также приняло в ней активнейшее участие. Разрешите предоставить слово Фалилееву Дмитрию Александровичу, заместителю начальника ЛИО номер 5, полковнику внутренней службы УФСИН России по Республике Бурятия. Прошу вас, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, здравствуйте, уважаемый комитет. Разрешите от лица Федеральной службы исполнения наказания от себя лично приветствовать вас всех в новом здании Бурятского государственного университета. Когда-то давно, как это ни странно, но я закончил тоже это высшее учебное заведение. Рад видеть в этом зале представителей Монголии и Китая. О Монголии сейчас скажу, потому что в свое время я был начальником учебного центра Федеральной службы исполнения наказания. И мы достаточно плотно работали с монгольскими коллегами. Вообще за все время существования учебного центра мы обучили более 250 сотрудников Главного управления исполнения судебных решений Монголии. Сейчас они работают там на различных должностях. Я надеюсь, что я посмотрел тематику, тематика очень-очень интересная. Ну и сразу можно предложение, да, вот комитету, следующую конференцию пригласить кого-нибудь из Федеральной службы исполнения наказания, либо какого-то студента попросить подготовить доклад о сравнительном анализе уголовно-исполнительного законодательства как в России, в Монголии и в Китае. Я думаю, эта тема будет интересна также всем. Я надеюсь, что тематика сегодняшней конференции воплотится в практическом каком-то решении. С удовольствием посмотрим, как это будет происходить. Успехов вам, всего хорошего. Спасибо. Спасибо, мы примем ваше предложение, обязательно реализуем. Хотя хотел бы уточнить, что за эти 10 лет в рамках проведения 15 международных конференций было уже множество статей наших молодых ученых по вопросам уголовно-исполнительного права. Более того, коллеги, вам, может быть, будет интересно узнать, что по моим данным, ну, по крайней мере, я лично провел такое исследование небольшое. На сегодняшний день в интернете материалы конференций по сравнительному правоведению в странах АТР, во-первых, выложены все в интернете, в отличие от многих других сборников конференций. Во-вторых, это самая крупная база научных публикаций по вопросам сравнительного правоведения в Азии. Ничего крупнее нет в мире. Во всяком случае, на русском языке, может быть, я не все языки отследил, но вот по моим данным ничего такого больше нет. Спасибо за предложение. Разрешите предоставить слово
Ирине Архиповне Шаралдаевой, декану юридического факультета, директору Института экономики и права Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления, доктора экономических наук, профессору. Прошу вас, Ирина Архиповна. Спасибо большое за приглашение, уважаемые коллеги, уважаемые гости, все участники конференции. Конечно, мы очень гордимся, наверное, да, как коллеги, которые работают рядом, с тем, что у нас в городе происходит такое большое, замечательное событие, такой красивый и интересный форум. И, конечно же, надо отметить, что для любого университета, для развития вузовской науки вообще, ну, можно сказать, незаменимо, да, значение таких мероприятий, которые называются круглыми столами, такими конференциями. И это и есть та площадка, где собираются единомышленники, где собрались люди одного профиля и готовы поделиться своими рассуждениями, своими идеями, своим опытом, да, какими-то интересными мыслями, изысканиями, анализом тех проблем, которые сегодня обсуждает, наверное, весь мир. Если говорить о тематике конференции, это на сегодняшний день, можно сказать, очень интересная тема. Почему? Потому что, говоря о том, что стратегией государства становится развитие, поддержка толерантности, да, приятие другой культуры, эта конференция не только принимает, но и дает возможность изучить и сравнить. Конечно же, с точки зрения юриспруденции, с точки зрения права, мы говорим, каждое государство имеет свои правила, да, свои законы, свое право. Но тем не менее, в каждом государстве всегда есть чему поучиться, перенять какой-то хороший, положительный опыт, да, и совершенствовать собственную систему. Очень большая, конечно, сфера, очень большие рамки заданы, сравнительное правление только границы. Внутри, вот, даже судя по программе, очень много разных аспектов. И вот даже выступающие сегодня говорят, да, каждый, конечно, старается затронуть свою профессиональную сферу деятельности, но тем не менее, вот сравнительное правоведение, эта тематика, она как раз-таки дает возможности всю вот эти многогранность, все эти разные аспекты включить в единое вот такое русло. Я хочу поздравить вас всех с этим замечательным событием, участников конференции, пожелать вам успехов, пожелать удачного, плодотворного общения, что вы получите, наверное, новую информацию, какие-то новые знания, познакомитесь поближе друг с другом. Ну и, конечно же, с глубоким уважением, низкий поклон организаторам конференции, потому что такое большое дело проводить еще ежегодно, это большой труд, мы сами знаем, что это такое, да? Поэтому, конечно же, вы большие молодцы, что вы поддерживаете. И, безусловно, для любого университета, когда такие большие конференции становятся хорошей, красивой традицией, это огромное достижение. Успехов вам, удачи. Спасибо. Ирина Архиповна, хотелось бы подчеркнуть, что мы давние партнеры, нет никакой конкуренции, есть сотрудничество между Бурятским госуниверситетом и ВСГУТу. Постоянно действительно участвуем в конференциях друг друга, и в данной конференции также участвует множество студентов, молодых ученых из юридического факультета ВСГУТа. Спасибо. Разрешите представить слово Андрею Захаровичу Бадмаеву, директору Бурятского филиала Академии труда и социальных отношений, кандидату исторических наук, доценту. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники, гости конференции, коллеги. Ну, вот сегодня я был приятно удивлен, когда в приватной беседе Юрий Петрович сообщил, что за 10 лет проведения конференции уже прошло целых 15 конференций, включая молодежную составляющую. И, конечно, это доказывает, что она состоятельна. Она состоятельна, она мощная, особенно по своему вот, содержательному составу. Поэтому, конечно, разрешите поздравить вас с проведением 8-й традиционной научно-практической конференции по сравнительному правоведению в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, конечно, пожелать участникам, в общем-то, вообще конференция позволит, скорее всего, генерировать новые, скажем так, научные, гуманитарные контакты, придаст новый импульс тем людям, которые желают обучаться юридическим наукам. Позволит воспринять, кстати, опыт отечественных, зарубежных наших коллег, исследователей. И, в свою очередь, вот сейчас, подробно ознакомившись с составом,
да, здесь участников, конечно, отмечаю, ну, к своему сожалению, что бурятский филиал Академии труда и социальных отношений практически там не заявлен, поэтому наша задача все-таки воплотить это в практическую плоскость, чтобы наши студенты-заочники, пусть и заочники, они бы принимали более активное участие. А здесь, конечно, подавляющее большинство юристов, вот действующих студентов юридического факультета, конечно, преемственность определенная, она ощущается, она есть, она очень такая мощная. Поэтому вам успехов, конечно, результативной работы, содержательных докладов вам и, конечно, установлением и укреплением, кстати, дружеских, научных контактов, связей. Вам успехов и всего самого доброго. Ну, выражаю признательность оргкомитету конференции за возможность вот сегодня поприветствовать участников. Спасибо. Спасибо, Андрей Захарович. Приятно осознавать, что вы наш человек еще и в том смысле, что вы долгое время работали в Бурятском госуниверситете на историческом факультете. И студенты Бурятского филиала, Байкальского филиала гуманитарного хода, извините, Академии труда и соцотношений уже ежегодно много лет принимают участие. Спасибо. Публикуемся, да, публикуем ваши студенты. Спасибо, Андрей Захарович. Разрешите предоставить слово Екатерине Петровне Малоновой, директору Центра юридического образования Байкальского филиала Гуманитарного института. Не подошла, да? Такое впечатление, что вчера. Я бы хотел еще раз обратить внимание, уважаемые участники конференции, что мы ежегодно, это стало традицией, приглашаем ведущие юридические вузы нашей республики на эту конференцию. Не просто приглашаем представителей до приветственного слова, а каждый из этих вузов направляет сюда своих студентов, молодых ученых для участия. И тем самым мы консолидируем научную и образовательную юридическую общественность нашей республики. Как вы считаете, коллеги, это правильный подход общества? Да, спасибо. Итак, ну и с еще одним, наверное, решающим заключительным словом, извините, приветственным словом, я попросим выступить нашего декана юридического факультета, кандидата юридических наук, доцента Эльвиру Леону Роднаеву. Пожалуйста. Ну, поскольку пленарная часть у нас немножко задерживается, да, с бесконечными приветственными словами, действительно, это, наверное, так и есть, потому что у партнеров, наших друзей накопилось очень много за эту историю. Поэтому я, во-первых, хочу поздравить нашу лабораторию сравнительного правоведения стран АТР с десятилетием. Во-вторых, поздравить всех с Днем пионерии. Это действительно тут большая часть, наверное, сидящих, нет, не большая, слава богу. Вот. В основном здесь молодежь. Были в прошлом членами вот этой пионерской организации. И слово «пионер» — это на самом деле идущий впереди и застречник. Да? И, наверное, как-то у нас хорошо получилось, что эта конференция, организованная лабораторией сравнительного правоведения, является действительно пионером в направлении компаративистских исследований. Я считаю, что вот есть такое выражение, да, что сравнительное правоведение есть лучшая история рода человеческого. Я же хочу сказать, что исследователи и компаративисты — это лучшие представители юридической науки, особенно молодежной, потому что у вас действительно расширяются границы, вы обретаете абсолютно новые, как бы сказать, знания в сфере не только законодательства и правовой культуры, правового сознания народов стран АТР, которые вы исследуете. Это очень важный фактор. И в-третьих, я хочу поздравить всех нас, и в первую очередь юридический факультет, с тем, что у нас сегодня со среды идут Дни Монголии на юридическом факультете. Мы начали эти Дни Монголии с криминологических чтений, это уже 12-е криминологические чтения, посвященные памяти одного из основоположников юридического факультета, профессора БГУ, кандидата юридических наук, заслуженного юриста России и Республики Бурятия Бориса Цибиковича Цидинджапова. И я, пользуясь случаем, выражаю огромнейшую благодарность двум большим делегациям, которые прибыли на Дни Монголии. Это Ассоциация юристов Монголии во главе с господином Хунаном. И вчера у нас состоялось очень
конструктивная беседа с региональным отделением Ассоциации юристов Монголии. И буквально через месяц у нас будут подписаны основополагающие договоры о сотрудничестве между Ассоциацией юристов Монголии и Бурятским государственным университетом и региональным отделением Ассоциации юристов России. И, во-вторых, здесь у нас присутствует очень творческая команда исследователей из научно-исследовательского института при Генеральном совете судей Монголии во главе с заместителем директора господином Садховым. Можно мы поприветствуем наших коллег. И вот впервые очное участие у нас принимает исследователь из Австралии Катерина Рэйчел Скарлетт. Мы отдельно хотим тоже вас поблагодарить за приезд и за выступление на пленарном заседании. И я хочу пожелать действительно всем нам конструктивного общения, взаимообмена опытом, знаниями и просто вот добрым отношением друг к другу, потому что вот я в свое время как-то запомнила выражение своего научного руководителя, доктора юридических наук, Родзинова Александра Владимировича, это заведующим отделом НИИ Генеральной прокуратуры. Он всегда говорил: ходите на все возможные научные форумы и никогда оттуда не убегайте заранее, потому что конференция делается в кулуарах. И мы предоставляем такую возможность всем нашим молодым исследователям. Общайтесь друг с другом, общайтесь с нашими преподавателями, коллегами. И самое главное, в субботу состоится очень интересная поездка на озеро Байкал. Мы приглашаем всех желающих принять участие вот в этом неформальном продолжении нашего научного мероприятия. Всем успехов! Итак, наверное, на этом, Юрий Петрович, начинаем, да, доклады? Да. Всего большое, всем спасибо. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, я прежде всего хотел бы попросить помочь заполнить президиум. Наш уважаемый Туден Лама, не могли бы вы, Туден Лама, вы не могли бы пройти к нам в президиум? Ага. Уважаемый Кэтрин, please come here. Напоминаю, что итак, у нас в пленарном заседании 6 докладов. Напоминаю, что регламент выступления составляет 15-17 минут. 15. Вот. Регламент выступления в пленарном заседании составляет 15 минут, а я предоставляю слово госпоже Кэтрин Рэйчел Скарлетт. Это наш гость из Австралии, из университета Мельбурна, город Мельбурн. Тема ее доклада — судебная система и судебная администрация в Монголии. Введение и недавние улучшения. Good morning. Поприветствуем, пожалуйста. Good morning. My name is Catherine Scarlett. I'm an Australian trained lawyer. Normally I practice litigation in Australia, but for the last 12 months I've been fortunate enough to volunteer with the Judicial Research, Information and Training Institute in Mongolia, which is part of the Judicial General Council there. Coming from a country with a long common law tradition, it's been fascinating for me to see the alternative approach that's taken in Mongolia and how that works. Окей. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Я буду переводить, но это мой первый опыт такого синхронного перевода, так что заранее прошу извинить, если что. Ну, теперь слова Кэтрин. Доброе утро. Я юрист из Австралии. Вообще в Австралии я изучаю процессуальное право, но и последние 12 месяцев я изучаю судебную систему Монголии в институте при Генеральном консульстве Монголии. Поскольку я происхожу из страны, в которой
длительная традиция общего права. Это очень захватывающе и увлекательно для меня изучать другой подход, и который существует в Монголии. What I'm going to talk about today is a broad overview of Mongolia's court system, but with a particular focus on the recent legislative reforms that have aimed to improve the transparency and the accountability of judicial staff, the transparency of the court system overall, and establish a system for fair and reasonable dispute settlement. Сегодня я хочу рассказать о недавней реформе судебной системы Монголии, которая направлена на улучшение исполнения и отчетности персонала судебной системы, затем, которая направлена также на увеличение прозрачности судебной системы Монголии. Okay. My take on it is one of an outsider looking in. So my focus is on the constitution and the legislative structures that underline the court system and how it operates. More technical questions can probably better be answered by my colleagues at the Institute or our friends at the Mongolian Bar. Окей. Я хочу сфокусироваться на конституции и правовой структуре, которая устанавливает судебную систему, судебную систему Монголии и практические вопросы, которые стоят день за днем в судебной системе Монголии, я думаю, лучше задавать коллегам из Ассоциации юристов Монголии. Appreciating how far the Mongolian court system has come in the last 25 years it's better appreciated if you can look back at Mongolia's history. We don't really have time to go into that today, but suffice to say that the various legal systems that have operated in Mongolia in the previous century haven't been ones that have been governed by the rule of law. Для того, чтобы понять судебную систему Монголии, лучше обратиться к истории Монголии и учитывать то, что только последние 25 лет монгольское право в монгольском праве существует принцип верховенства закона. I'll jump forward to the present constitution, which was promulgated in 1992. And this is a constitution which is underpinned by the notion that the rule of law should govern Mongolia. Article 49.1 provides that